Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие и любимые зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. Не задавай вопросов. Песок знает, о чем тебе нужно узнать и услышать прямо сейчас. Информация будет у нас из потока. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя и получите свою информацию. Также, прежде чем мы начнем, всех вас, мои дорогие, любимые, самые лучшие в мире зрители, хочу сердечно поблагодарить за то, что доверяете и выбираете быть со мной, за вашу невероятную и очень теплую энергетику, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон. Итак, мои хорошие, настраивайтесь и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какая любовь! Вас кто-то очень сильно любит. Любит так сильно, что аж до слез. За вас какой-то человек молится. Либо за вас, либо на вас. Вот как хотите. Мужчина, женщина, одинаковая информация. Кто зашел на эту отсыпку? Любовь. Любовь. Вот как будто бы часть души этого человека всегда рядом с вами находится. Возможно, вы понимаете, о ком речь идет, да, этот человек вам признается в своих чувствах. Но у кого-то отыграется, что это тайный поклонник, либо тайная поклонница. Человек вас любит. Любит так, что аж слезы на глазах. Любит так, что ради вас готов вот на все, понимаете, на край света, в любую бездну, и в огонь, и в воду. Да, вот такая сильная любовь. Может быть, вы в ссоре с этим человеком, может быть, вы разочарованы этим человеком и считаете, что ну нет, да, обманул, предал, там, недостойно. На самом деле человек вас безумно любит, очень сильно любит. И этот человек молится либо на вас, либо за вас. На вас, ну, чтобы вы простили, чтобы внимание обратили. За вас это чтобы вас Боженька уберег, чтобы с вами беды не случилось, да, чтобы вас никто не обманул, не обидел. Да? Может быть, человек не рядом с вами, где-то на расстоянии находится, но так сильно любит. И любовь такая сильная, настоящая, мне идет прям с каждым днем все сильнее и сильнее становится. А вы эту любовь можете, кстати, ощущать. И во сне ощущать, и наяву ощущать. Ну вот что-то есть, что-то точно есть. Но вас очень сильно любят. Это вы для себя должны знать. Дальше, мои хорошие, вам кто-то угрожал, ну, либо кто-то позволил в отношении вас какие-то нелицеприятные высказывания. Человек что-то как пообещал, что вот я тебе сделаю, я тебе покажу, я тебя накажу. Можете забыть об этом. Тот, кто вам угрожал, ничего делать не будет. Ни на что не способен этот человек. Это пустобол, ну, либо пустоболка. Вот. Не думайте, забудьте, вас просто хотели напугать. Да? Но обычно люди, они не угрожают, они просто берут и делают, если они способны сделать. А те, кто угрожают, ну вот шум, создают шум, пытаются именно запугивать, да, потому что ни на что другое не способны. Бояться не надо, переживать не надо, это все пустые обывательские разговорчики. Вот. Ничего этот человек и не сделает, и не будет делать, и ни на что не способен. Бояться не надо, и переживать тоже не надо. Это пусть этот человек сам боится. Так, еще показывают мужчину. Мужчина такой интересный, на маленького кролика похож, может быть, зайку. Уши длинные, хвостик пипочкой, и трясется весь малыш. Мужчина боится ответственности, боится серьезных, взвешенных мужских решений. Либо мужчина, в принципе, не способен на это. Может быть, мужчина не для этого рожден, да? Либо не дошел до кондиции, как говорится, не сформировался до конца. А вы, да, вы чего-то от него хотите, вы на что-то надеетесь и ждете, а он сейчас вам дать это не может.
Я не могу сказать, что он плохой. Скорее, вот не готов. Да, вот такой ответ. Он не готов. Вот сейчас он не готов. Может быть, он будет готов завтра. А может быть, через месяц. А может быть, аж через год. А у кого-то отыграется, что он никогда не будет готов. Понимаете? Вот. Если вам нужен результат, вы хотите здесь и сейчас, то это не тот человек. Он очень напуган. И знаете, судя по этому образу этого зайчика либо кролика, мужчина из-за страха может просто взять и сделать ноги вот, в лес, ускакать, спрятаться, в нору свою залезть. Просто человек может пропасть из-за страха. Не потому, что там не любит, не думает, не хочет, да, а потому что он не готов. Просто не готов. Как-то на него там, знаете, как туман нашел, мора нашла, и он просто не готов. Так, не давите на него, а то он действительно убежит и спрячется. Дальше показывают семью. Стол, но стол пустой, на столе ничего нет. Скорее всего, проблемы с деньгами у семьи. Да, ресурсов не хватает. И из-за этого в семье вот как холод какой-то, да, может, ссоритесь, ругаетесь, там, друг друга обвиняете. Жена мужа обвиняет в том, что он мало зарабатывает, а муж жену в том, что она очень много транжирит, тратит. Знаете, вот буквально у вас за спиной, видите, пальма растет, прорастает, вырастает пальма. Проблемы ваши уйдут. В плане финансов точно уйдут, вы это переживете, вы с этим справитесь. Постарайтесь на ближайшее время просто воздержаться от выяснения отношений, взаимных обвинений и обид. Иначе вы можете очень сильно нарушить ход событий и, не дай бог, еще и на этой почве очень сильно разругаться и расстаться. Вам нельзя этого допускать, потому что пальма растет для вас двоих, для вашей семьи. То есть, может быть, вы сейчас какие-то испытания проходите. Может быть, это, знаете, затишье перед каким-то благополучием финансовым. Но пальма уже растет. Растет, вот скоро кокосы посыпятся. Ну, кокосы — это прям деньги, большие деньги, много денег, разные деньги. Да, дождитесь этого момента. Вы из своих финансовых трудностей точно выйдете. И да, есть успешные люди, успешные семьи. Понимаете, все вы разные. Кому-то за красивые глаза, кому-то за тяжелый труд, а кому-то повезло. Да? Вот не надо сравнивать ни себя, ни других. Это прям совсем плохо. Это разрушает вашу нервную систему, и это обозлить вас может. Вот, потерпите, потерпите. Вы прекрасная пара, вы любящие люди, у вас прекрасное будущее впереди. Все у вас наладится, деньги у вас будут, точно будут, они придут. Но буквально уже за спиной находятся. Еще здесь у вас парус. Парус — это мысль, это идея. Без лодки, но парус. Кто-то вам что-то будет предлагать, как идею подкинет. Это очень хорошая идея, но на ней нужно как поработать, либо эту идею нужно доработать. Не отказывайтесь, не отказывайтесь. Просто посидите, подумайте, что можно добавить, прибавить, как это все можно приукрасить. Идея потрясающая. Если вот с умом подойти, то из этой идеи можно сделать шикарную конфетку. Да? Вот у вас есть такая способность воплощать идеи, воплощать замыслы. Да? Просто вот подумайте. Подумайте, вам эта идея не просто так пришла, либо кто-то вам ее подкинул. Здесь как какой-то замысел судьбы, чтобы вы своими руками вот этого всего добились. Возможно, вам это вообще все по судьбе. Дальше показывают человека с инициалом на букву «Л». Это может быть имя, это может быть кличка, это может быть даже фамилия. У этого человека к вам целый мешок претензий, либо обид. Человек либо мнительный, либо по характеру такой, ну, либо человек, может быть, не совсем здоровый, да, раз там обижается на пустом месте. Вы с этим человеком поаккуратнее. Поаккуратнее, и поверьте, никто никому ничего не должен. Все должно быть взаимно по любви. Да? Может быть, человек там начнет вам: а сделай то, а сделай это, тогда я тебя прощу. Нет, это не тот путь, которым нужно идти. Если человек начинает от вас что-то просить, ждать, требовать, то это прямое указание, да, прямой такой знак, что нужно с этим человеком прекращать общение, разрывать взаимоотношения. Слишком странный этот человек, слишком много хочет и переполнен, он как злоба и обида этот человек. И по отношению к вам, и к другим людям. Очень похоже на то, что человек нездоров.
такой, знаете, прям людей ненавидит, можно так сказать. Дальше. Вы на кого-то надеетесь, ждете, что вам руку подадут. Но это не те люди, либо не тот человек, кто будет этим заниматься. Человек много может пообещать, но ровным счетом ничего не станет делать. Человек очень, как бы это сказать, мнительный, наверное, да? У человека, ну как, и зависть, и ревность. Человек может испугаться вам помогать, что он, как я ей помогу, либо ему помогу, а он потом успеха добьется, не дай бог, а я потом себя буду плохо чувствовать, а вдруг человек там меня подсидит, да, либо будет мне угрозой в будущем. В общем, это не вариант. Этот человек помогать вам не будет, хотя обещает. Здесь вот страх, да, страх конкуренции, либо очень завистливый человек, такой, знаете, неравнодушный к чужим успехам. В общем, может побояться, что вы его место займете, либо его, ее с пьедестала столкнете. Здесь бесконечно могут обещать, но ничего не делать. Дальше, мои хорошие, кого в семье не принимают? Вас не принимают в семье, либо к вам как-то относятся, знаете, как будто бы вы, ну, пустое место. Извините, конечно, за прямоту, но вот мне идет так. Допустим, вас могут не принимать в вашей семье, вас могут не принимать в семье, например, вашего супруга, либо супруги, если смотрит меня мужчина. Здесь вам говорят о том, что эти люди вас никогда не поймут, но наступит такой день, когда они пожалеют. Пожалеют о том, что к вам так обращались, либо с вами так поступали. Это будет. Это будет. Этих людей уже не переделать. Эти люди уже как испорченные, знаете, прогнившие. И как бы вы ни старались, все равно вы будете для них как чужой. Да? Чужой человек, чужак. Даже если это ваша родная кровь. Вот не принимали, не примут. И вот категорически, понимаете, вот не доходит до них, что вы для них делаете, и вообще какой вы замечательный, уникальный, добрый и открытый человек. Вот видят вас, ну, буквально врага у кого-то отыграется. Так что и стараться не надо, вот все равно вы им не угодите. Даже если прям все идеально будет, все равно найдут к чему прикопаться, придолбаться. Не тратьте свои нервы, не тратьте свои усилия, пустите свою энергию себе на благо. А эти люди, они уже пропащие, понимаете? Но когда-то будет такой момент, когда они все поймут. Либо будут в вас нуждаться, да, либо пожалеют о том, что они вас обидели. Это будет. Это будет. Здесь это показано. Так, еще вам нужно услышать о том, что какая-то работа, вам то ли работу хотят предложить, то ли работа уже в пути для вас, либо для вашего близкого человека. Вы очень сильно переживаете по поводу работы, трудоустройства для себя, либо для родных и близких людей. Тут работа в пути. Вас позовут, либо позовут вашего близкого, либо будут предлагать, может быть, даже кто-то из знакомых вам что-то скажет, а может быть, уже конкретно работодатель с вами свяжется. Работа не самая лучшая в мире, но на безрыбье и рак рыба, да? Вот. Работа как мост, работа как, ну, даже как переход какой-то, да? Мост – это переход с одного состояния в другое. То есть вы начнете работать, либо ваш близкий начнет работать, а дальше будет и больше, и лучше. Может быть, вариант не самый лучший, но не стоит отказываться, да? Надо просто взять и попробовать. Себе как бы на заметку возьмите и близким своим скажите. Вот куда позовут, пусть идет. Пусть идет. Эта работа, она как мост, как переход в другое состояние. Надо, надо. Даже если зарплата не очень, даже если условия не очень, да, надо попробовать. Дальше там что-то будет меняться, и меняться в лучшую сторону однозначно. Вы переходите слева направо. Вот это важно, сделать этот переход, начать хоть что-то делать, чем-то заниматься. Так, у кого-то друзья не настоящие, но вы, скорее всего, это чувствовали, да? У вас, скорее всего, очень развита интуиция, у кого-то способности есть, и вы прям чувствовали, что-то не так с моими друзьями. Вот какое-то ехидство ощущается, лицемерие. Может быть, даже вот какие-то были моменты, что друзья ваши общаются, а вы заходите, они такие раз, и это глаза в пол, да, либо по сторонам водят, замолкают, да.
Вот были моменты, были звоночки, скажем так. Ну, кого-то интуиция вы прям чувствовали, да, чувствовали, что что-то не то. Вы не ошибались. Друзья у вас действительно какие-то фальшивые. Друзья, которые, ну, не только по названию друзья. На самом деле с такими друзьями и врагов не надо, да. Продадут, сдадут, обсудят, осудят, кости перемоют, понимаете, еще и ограбят. Вот какие-то такие у вас друзья. Может быть, коллеги, кстати, на работе. В лицо улыбаются, стоит вам отвернуться, уже все. Точат ножи и вас кидают, метают. Нехорошие люди. Нехорошие, и вам не кажется, это все правда, так оно и есть. Надо общаться, но общаться постольку-поскольку, да, глубоко к себе не подпускать, не открывать душу, не открывать сердце, не делиться мнением. Вот, общаться на какие-то общедоступные темы, и то вот мнением делиться нельзя, иначе могут и к этому прикопаться, еще и могут на вас нажаловаться, да, кляузы строчить. Не надо. Если, кстати, на вас кто-то жалуется, ну вот пишет эти жалобы, как они называются, правильно забыла, то это кто-то из ваших близких друзей. Те, с кем вы постоянно общаетесь, жалуются именно на вас. Причины не показаны. Ну, явно, что человек неадекватный, да, люди неадекватные, если они так себя ведут. Какие-то очень, не знаю, желчные, злобные, ядовитые. Так, дальше. А вот тут показано, что вам нужно деньги на что-то собирать. На что-то очень хорошее и важное. Что-то вы будете, может быть, приобретать, обретать. Может, какая-то поездка. Вам нужна определенная сумма, и вам нужно эти деньги накопить, насобирать. И опять же, если у вас есть какие-то заначки, это лишним точно не будет. Да? Поэтому лучше деньги собирать. Потратить вы всегда успеете. А вот если с душой не гроша, так это прям очень печально. Надо хоть по чуть-чуть, но собирать, хоть по копеечке, но откладывать. Вот это как-то важно для вас и для вашего будущего. Опять же, кто-то что-то будет приобретать, покупать, кто-то куда-то поедет, а у кого-то, может быть, и жизнь поменяется благодаря тому, что вы начнете делать хоть какие-то крошечные накопления. Ну, я имею в виду в плане энергетики, да. Вселенная увидит, что вы денежку-то собираете, складируете, умеете с ней обращаться, и больше будет вам давать. Так, дальше. Здесь про какую-то дорогу говорят, и говорят, что будет дорога. Будет. Вы поедете, переедете, побываете. Дорога точно будет, но дорога как-то у вас под камень уходит. Камень. Сначала какие-то проблемы могут быть, либо после решения каких-то проблем, да, дорожка вам и откроется. А дорога вас прям в радугу ведет. Хороший знак. Радуга – это счастье, радуга – это радость, это палитра эмоций и чувств. Да? Может быть, после решения какой-то проблемы, либо с проблем начнется, но вот такой радостной дорогой закончится. Дорога именно под камнем. Сейчас с камнем нужно разобраться, потом и дорога будет. Про мужчину говорят. Мужчина, который очень много думает. Вот сейчас он очень много думает о вас и о какой-то другой женщине. То есть о вас и о другой женщине. Постоянные мысли, рассуждения, диалоги, монологи. Вот сам с собой, сам себе. И знаете, несмотря на то, что ситуация очень для него сложная, и он не видит дальше своего носа в сегодняшнем дне, но к вам у него чувства очень сильные. Сильнее, чем к той другой женщине. И как бы там разум не командовал, сердце возьмет свое. Может быть, это любовный треугольник. Может быть, это какой-то семейный треугольник, да. Но вот я вижу, что сейчас много думает, вот как там перебирает, разбирает, сравнивает, да, но сердце за вас. Сердце возьмет верх над разумом. Именно так показали. Кто-то ушел, кто-то уехал. Ну вот говорят, что это все конец, с концами.
да, человек не вернется. Либо встреча, если будет, то очень сильно не скоро. Человек не просто так уехал. Этот человек как опасным был для вас. Либо от этого человека какая-то беда, либо какое-то горе могло прийти. Знаете, в жизни ведь все бывает, да, люди могут быть и хорошие, и добрые, и, там, и мухи не обидят, а потом что-то найдет на этого человека, ну, либо случайно человек что-то сделает, ну, и горе придет, да, либо беда придет. Вот человека, ну, буквально вывели из вашей жизни, вывели, да, увели, для того, чтобы плохого не случилось. Вы из-за этого человека переживаете, плачете, скорее всего, вам обидно, неприятно, что человек ушел. Но так лучше, так лучше. Поверьте высшим силам, так лучше. Этот человек, он как опасным был для вас, для вашей семьи, для вашего будущего. И этого человека просто вывели. Либо никогда не вернется, либо вернется очень сильно, не скоро. Так, чтобы, знаете, там года, да, года пройдут, тогда вернется. Так, еще у вас какая-то мистика происходит. И вы думаете, что вам кажется, да? Может, там от усталости, еще что-то происходит. На самом деле ничего подобного. Это мистика, это то, что создаете вы. То ли вы порталы открываете, то ли вы вот что-то призываете, да? Призываете мыслями, словами, действиями. Призываете силу, призываете сущности, призываете ангелов. Что-то вы делаете. Может быть, вы практиковать начали, может, молитвы читаете, заговоры читаете. Может быть, у вас такое пограничное состояние, что да, вы порталы умеете открывать, ну, либо неосознанно это делаете. А эта мистика, она не случайна. Это все вы, это все от вас исходит. Хотите, чтобы это прекратилось, прекратите нервничать и переживать, прекратите себя на что-то накручивать. Вот это ваше внутреннее напряжение и беспокойство, может, оно пробуждает вашу силу. Ну, либо научитесь управлять своей силой, да, это тоже хороший вариант. Научитесь, тогда и сможете, когда надо открыть, когда надо закрыть. И также, мои хорошие, у кого-то отыграется действительно в прямом смысле слова портал, но портал через зеркала, отражающие поверхности. Кстати, не обязательно зеркала, да, это могут быть отражающие поверхности, порталы. Порталы, где вот сущности туда-сюда перебегают между уровнями, например. И не всегда это плохие сущности, да, и я же говорю, ангелы могут проходить, души могут проходить. Вы тогда вот эти отражающие поверхности либо закроете, либо перевесьте, смените, может быть, да, вынести из дома. Тогда все прекратится. Да. И, кстати, вы можете четко понимать, портал это или нет. Потому что на порталах всегда вот какие-то потемнения, пятна, разводы, потемнения. Вот это порталы. Если, например, там зеркало абсолютно там чистое, красивое, да, без всяких там вкраплений, потемнений, разводов, это не портал. Не портал. И да, битые отражающие поверхности и битые зеркала ни в коем случае нельзя использовать. Ни в коем случае. Там что угодно может вылезти через такое зеркало, через такую отражающую поверхность. Куда угодно уносите, выносите, закрывайте материи, да, если нет возможности прямо сейчас вынести, закройте, полностью запечатайте. Все, чтобы ничего туда не лезло, не проходило, не выходило. Это тоже очень важно. Но вам не кажется, это действительно мистика происходит. То, что вы видите, слышите, ощущаете, это правда. Это не вымысел, это не галлюцинация, это не фантазии, это правда. Людям иногда очень сложно поверить, а если еще об этом рассказываешь, что начинают крутить у виска, там, говорить, что надо отдохнуть, какие-то дурные советы давать. Нет, в вашем случае это все правда. Так, еще вас призывают о чем-то не думать.
либо за что-то не беспокоиться. Может быть, вы очень сильно за кого-то, за что-то переживаете, либо вам вот чего-то хочется, и вы не знаете, что предпринять, и этим мучаетесь. Достаточно попросить либо загадать и забыть про это, и оно исполнится. Чем быстрее забудете, либо чем меньше будете об этом думать, тем быстрее исполнится, тем быстрее к вам прибудет. Хотите, просто проверьте. Да? Вот загадайте и забудьте. Старайтесь об этом вообще не думать и не вспоминать. А потом вернитесь к этому видео и скажете, исполнилось или нет, случилось или нет. Просто попробуйте. Но здесь четко показано, что вы способны прикликать в свою жизнь то, что вам необходимо. То, о чем вы думаете, вам по судьбе, но слишком много эмоций, слишком много противоречий в голове. Из-за этого может не получаться, либо вы можете прям сами себе отменять. Да? Вот так делать не надо. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.